плохие отношения, наоборот, они стирают все наше намоленное, да? И даже много хадисов существует об этом. Один из них говорит о том, что в судный день, когда человек придет с хорошими делами, что там много намазов совершал, ураза много держал, в судный день придет отвечать перед своей совестью, перед Всевышним, он, значит, его рассчитают, все, и появятся обидчики, которых он обижал. Ему будет сказано: отдай свой намаз этому обидчику, отдай свой намаз этому, и он будет свои как долги раздавать. За то, что читал намаз, вроде бы, уразу держал, но в то же время наносил какие-то обиды людям, обманывал кого-то. Может быть, это в жизни кто-то не заметил, кто-то не узнал, но мы знаем, что перед своей совестью и перед Всевышним это никогда не укроешь. Это всегда останется чернота в сердце, в душе. Поэтому он будет, этот человек, раздавать свои благодеяния до тех пор, пока все не закончится. И пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, говорит, что настоящий банкрот — это вот этот вот человек. Вот настоящий банкрот. Не тот, кто резко потерял свое все имущество, резко, я не знаю, потерял свои деньги все там в ходе инфляции, там еще что-то. А вот тот, который действительно та суть дел и суть человека, который составляет, оказалась просто такой некой, значит, некой фальшью, может быть. Поэтому этому человеку, когда он все раздаст в судный день, ему будут обидчики дальше уже перекладывать его грехи. И тогда человек, придя с благими делами, окажется, что это все пустое. Поэтому и пророк, алейхиссаляту вассалям, учил, что намазы, ураза, все должно способствовать тому, чтобы мы были хорошими людьми. Хорошими людьми, совершали благое как можно больше, потому что все, что мы совершаем благое, да, как часто мы слышим, бумерангом возвращается, обязательно хорошее возвращается к самому человеку. Он сам становится богаче, он сам становится великодушнее, он сам становится выше над всякой мелочностью. Конечно, с таким человеком все захотят дружить и общаться, и работать. Поэтому намазы, наши посты должны способствовать именно вот этим вещам. Обогащению нашего нрава, нашей морали, нашей нравственности. Вот. И прошу Всевышнего Творца, чтобы Он принял все наши благодеяния и сделал нас благодаря этому Рамадану немножечко лучше. Ведь вся жизнь длиною много-много месяцев и годов — это постоянное самосовершенствование, борьба с собой, начиная от молодого возраста, да, когда мы мало что понимаем, заканчивая уже, когда мы мудрые и взрослые. Вот. Поэтому всем терпения, баракята, достойно пройти все испытания. И следующее слово хотел предоставить нашему брату, соратнику, председателю молодежной организации Яшен, Алагашика, который недавно выздоровел после продолжительной болезни. Ринат Фендер, Ассаламу алейкум.